Попытка номер 2 прямого эфира, потому что я куда-то не туда нажала, как обычно. И у меня все отключилось, я вообще никакие кнопки не могла найти. Так. Ждем. Так, Наталья, я вижу. Так. Так, ну что, сейчас подключимся. Наталья подключается. Так, все, видно, слышно. Что-то не получалось совсем ничего. Все, отлично. Включились. У меня, кстати, Solstick Energy. Заряжаюсь энергией. Я даже не пробовала эти Не стики. пробовали? Вот. Надо... Приедете к нам в гости, попробуйте, Наталья. Да, мы, наверное, 8 или 9 поедем июня. Ну, встретимся лично, это ж вообще классно. Ну что, во-первых, Наталья, с дебютом вас. У человека первый прямой эфир. Можно прям хлопать, какие-нибудь там смайлики отправить. Но это реально прям классно, потому что там, где страх, там рост. Я всегда про это говорю. Это действительно очень здорово. Вот когда люди переступают через какие-то такие вот моменты и растут. Прям супер. Вот. И у нас такой сегодня интересный эфир. Я решила, кстати, вот была на конференции в Сочи, и вот как-то мне в голову вот стукнуло, что надо возобновлять прямые эфиры, которые были раньше. Вот, хоть их не так было много, но все равно они были. Вот поэтому я решила предложить Наталье, и Наталья сразу согласилась на эту авантюру. Магия, Александра. Да, и, в общем, будем общаться на тему здоровья, потому что это, в принципе, всегда было, есть и будет актуально. В любое вообще время, абсолютно для каждого человека. Вот, я, Наталья, предлагаю вначале тогда больше познакомить наши аудитории друг с другом, вот, чтобы люди как бы понимали, там, кто, что, чего и так далее. Вот буквально там пару слов о себе, я могу начать. Меня зовут Саша, я из города Минска. Я нутрициолог, фитнес-тренер, блогер. И, как я всегда говорю, этот список можно продолжать. Вот, потому что я такой разносторонний человек, мне много что интересно. Хотя я по специальности вообще парикмахер-визажист. Ну, как бы это близко к нутрициологии, к здоровью, поэтому, наверное, все-таки после бьюти-сферы вот я решила, что да, нутрициология — это прям вот та ниша, в которой я хочу развиваться. Вот, ну и, собственно, помогать людям, опять-таки, решать вопросы по здоровью в том числе. И вообще, я еще хотела сказать про... Ну, ладно, я потом, наверное, скажу. Наталья, давайте буквально пару слов о себе. Так, меня зовут Наташа, мне 31 год, у меня 3 детей. Самая младшая 4 годика, с декрета я не вышла. Некоторые не понимают, почему я не работаю. Я не поработаю, не хочу. Ну, пришла в нутрициологию, потому что были серьезные проблемы с ребенком старшим, онкологическое. Ну, слава богу, все хорошо теперь. И вот, если бы я не вас встретила, возможно, бы я не заинтересовалась. Но я как бы потихонечку учусь. Нутрициология — это прям очень интересно, но не все прям понимают, но некоторые такие. Ну, ты что, нормально? Ты что, лечишь водой зеленой? И все. Да, но я все равно настырна. Меня радует, что у меня как-то муж понимает немножко в этом. По крайней мере, ничего не говорит против. Может, и не до конца понимает. Вот, поэтому я планирую в нутрициологии развиваться. Мне прям очень интересно. Дети мои тоже уже фанатики такие, что когда пшикать надо горло или нос, так они чуть не дерутся за этот флакончик, который я переливаю. Да, вот. Наталья, скажите, с какого города? Волковыск. Я с Волковыска. Беларусь. Потому что буду смотреть очень много людей, я знаю, в записи, и многие там, кто с России, кто еще откуда-то. Да. У нас чисто такой сегодня белорусский прямой эфир.
Вот, отлично. Ну, я тогда предлагаю плавно перейти вообще к нутрициологии, что это такое, потому что сейчас есть много еще достаточно людей, которые путают вообще понятие диетология, нутрициология, вообще где вот эти вот Да, отличия. да, да, да. Более подробно так разберем, да. Разберем вопросы, опять-таки, тоже комплексного подхода, почему это важно. Вот. Ну, в общем, постепенно будем идти к таким Мгм. моментам, на которые действительно стоит обратить внимание, чтобы получить тот самый результат по здоровью. Потому что, как правило, в нутрициологию приходят через свою боль. Да, да. То есть, например, дети часто болеют, либо там у мамы там тоже вопросы по щитовидке, она хочет вот решить, а в медицине, ну, нате вам гормоны и все, как бы на этом. Да, Вот. как мне сказали, знаете, антитела повышены, это еще ничего не значит. Ну вот, Вот да. когда ТТГ подскочит до хороших показателей, тогда приходите, сядем на гормончики. Да-да-да, живите с этим дальше. Мгм. И ничего с этим. А то, что там куча побочки и так далее, про это вообще никто не думает. Никто не изучает это и так далее. Вот, поэтому действительно нутрициология сейчас это тренд. И вообще это наука о клеточном питании и причинно-следственных связей внутри организма человека. То есть, например, это про то, что вот ребенок часто болеет, а у него причина это ЖКТ и паразитоз. Да, да, да. А у человека лишний вес, он там питается прям очень классно, супер правильно и так Да. далее. Ничего. Опять-таки на тренировки ходят, но почему-то лишний вес стоит. У меня очень много случаев из практики именно вот таких. Вот, опять-таки, причина может быть в ЖКТ, в щитовидке, в гормонах и так далее. Вот, то есть очень много таких вот вопросов, и когда ты понимаешь причины, тогда ты придешь намного быстрее к результату. То Да. есть вообще нутрициология, она находится между медициной и диетологией. Вот такая серединка. Ага. И тоже, опять-таки, вот это отличие диетология, чем отличается там от нутрициологии, либо нутрициология, диетология. То есть диетология, она решает вопросы только питанием. Но, опять-таки, какое сейчас качество продуктов питания, какая экология, где эти продукты, в каких условиях выращивают, вообще никому не известно. От слова совсем. И поэтому сейчас не такое питание, которое было там 20 лет назад. Конечно, да. Когда всего хватало, и когда люди там меньше болели и так далее. То есть сейчас эта ситуация вообще вот по-другому. Да. А все работает вообще в другую сторону. Вот. И, соответственно, получается, диетология — это только про питание. А вот как раз-таки нутрициология — это про тот самый комплексный подход. Да. То есть это про вообще систему здоровья, про которую мы еще чуть позже затронем. Вот. И, собственно, когда вот эта система есть, когда есть именно вот тот самый комплексный подход, тогда и к результату можно прийти намного быстрее, там, в 2 раза быстрее, в 3 раза быстрее и так далее. Но тоже зависит от запроса человека, какая вообще проблема на данный момент по здоровью. И что самое интересное, еще такой момент, то, что у нутрициолога есть инструмент, благодаря которому он будет доводить человека до результата. Вот, про этот инструмент мы тоже чуть позже поговорим. Надо всегда оставлять интригу, я считаю. Тогда интереснее. Не, ну правда. Вот. И поэтому это, конечно, очень крутая ниша. И я тоже чуть позже, вот мы будем как раз-таки рассказывать свои истории. И я тоже поделюсь вообще, как я пришла в нутрициологию и так далее. Тоже так очень интересно, необычно, можно так сказать. Вот, поэтому будем дальше это обсуждать. Вот. И тоже еще хочу такой опять заострить момент на том, что вот когда ты спрашиваешь у человека, вот он приходит к тебе с запросом, например, не знаю, на ЖКТ, и когда ты спрашиваешь у человека насчет вот медицины, то есть что он делал раньше, там, что пробовал и так далее, там, что врач советует, ну, как бы вот, чтобы понимать вот эту всю картину, тоже много вопросов задаешь, и многие люди говорят, что вот я хожу там 5 лет к одному и тому же врачу, 10 лет к одному и тому же врачу, 15, 20. А я спрашиваю, вот вы ходите, а вот результат где? Что меняется? И человек только
и он реально начинает думать. Но как бы результата нет. Ты вот ходишь, ну, а толку? То есть, значит, ты не в том направлении где-то двигаешься. И это тоже важно, конечно, понимать. Вот, поэтому люблю я нутрициологию, комплексный подход. Про нее можно говорить очень много, но у нас опять-таки онлайн по времени, поэтому будем двигаться дальше. Вот. И сейчас мы плавно перейдем вообще к системе здоровья, потому что это тоже такой важный момент, потому что когда ты общаешься с людьми, базовые какие-то понятия вроде бы человек должен знать по здоровью, но если ты не делаешь этого, то ты не знаешь. Вот у нас как бы есть такое выражение, если ты знаешь, но не делаешь, ты не знаешь. Да. Вот, поэтому, опять-таки, что касается системы здоровья. Первое, это, конечно же, питание. И я хочу выделить такие моменты, которые вот очень сейчас прям важны, и это действительно сейчас просто тотальные дефициты вообще. То есть вот когда обращаются на консультации с каким-то запросом, очень часто и по детям, и по взрослым есть такой момент, что всегда практически в каждом случае дефицит по белку и дефицит по клетчатке, что касается питания. Просто у всех. Люди реально даже овощи не едят, ну, казалось бы. Ну, как бы, а о чем мы дальше можем говорить? То есть это база. А люди этого не делают. Хотя ты можешь вот так вот поменять, и у тебя, ну, какие-то процессы в организме пойдут лучше. Ну, финально. Вот это первое, это питание. Второе, это питьевой. Это просто тоже проблема и у детей, и у взрослых. Просто воду не пьют. Просто. Некоторые люди боятся еще, скажу, воду пить. Они боятся, что они пьют воду. Воды же много, лучше чай попить. Боятся воды. Где они это учитывают, это непонятно. Понятно, что вот в интернете очень много каких-то таких спорных моментов, но насчет воды я еще вот такого не слышала, что боятся пить воду. Ну, это просто, не знаю. В общем, Лучше там чайка попить, там компотика сварить с сахаром. да, сахар, это немаловажно. Побольше. Да, поэтому это тоже очень большая проблема, и как раз-таки есть те самые продукты, которые помогают людям, как это сказать, прийти вообще к своей норме воды в день. Вообще 30 миллилитров умножаем на каждый килограмм веса. Это как у детей, так и у взрослых. Это, собственно, ваша норма воды в день. Вот. Очень много людей воду вообще либо не пьют, либо мало пьют. И, соответственно, когда ты объясняешь, что там, например, не знаю, давайте возьмем какой-нибудь там случай. Отеки. Отеки могут быть из-за того, что густая кожа человека, а он не пьет воду. Да, а у меня есть знакомая, которая думает, что отеки из-за большого количества выпитой воды. Я говорю, нет. Но. А ничего, что там еще сосуды тоже влияют на это и так далее. Как бы, здесь же тоже нужно разбираться и искать причины. То, что там говорят в интернете, это все еще нужно проверять. Поэтому это не факт, что это прям правильно. Вот. Следующий момент – это движение. Вообще система здоровья. Третий пункт – это движение. Из-за того, что в цифровой наш век появились гаджеты различные, там, ноутбуки, планшеты, телефоны и так далее, люди просто-напросто в них сидят сутками. Это и дети, и взрослые. Вот постоянно даже видишь, как вот идет человек по улице, он вот так вот с этим телефоном. Даже не смотрит вообще, куда он идет. Я вот смотрю на это все и думаю, боже мой. И дети то же самое. Это просто беда. Вот в наше время дети, гаджеты, вот эта вот вся история, это прям очень печально. Но надо как-то находить какие-то компромиссы. И вот в плане вот гаджетов, ну, это чисто вот мое мнение, что реально нужно ограничивать гаджеты. Да. Вот, то есть чередовать, я не знаю, там, с прогулками, там, еще с чем-то и так далее. Потому что действительно там и со временем и зрение у детей, опять-таки. Сразу по нервной системе. Да, да. Чуть-чуть больше, чем ты ему позволил, и все. Да, да. Концерты на ровном месте, сразу нервная система.
Да. Поэтому это вообще, я не знаю. Ну, в общем, надо находить подход к своему ребенку. Все можно изменить, а главное желание, как говорят. Терпению. Да, и идем в том числе с детьми, потому что воспитание это, конечно, вещь такая очень интересная и сложная в то же Да. время. Все равно все вырастают, это хорошо. Да. Вот. Идем тогда дальше. Следующий такой момент — это вообще в целом образ жизни человека. И опять-таки, вот, например, часто тоже сейчас у людей вредные привычки, там, курение, там, алкоголь и так далее. И вы знаете, вот когда ребенок в семье это видит, он же потом то же самое будет делать. Нет, это будет тогда норма у ребенка такие. Да, Конечно. да. То есть ребенок будет делать то, что вы делали. И неважно, там, 5 лет назад, Конечно, да. но все равно, как бы это где-то в голове отложится, и он к этому придет. А потом будете объяснять, что это вредно. Ну, понятно, что это вредно, Да. но ребенок копирует то, что делают родители. Вот. И то же самое по питьевому режиму. Только начинают пить воду, все, ребенок тоже начинает пить воду. Да. Просто какие-то банальные вещи, но реально люди как-то не задумываются, что ли, я даже не знаю. У меня девочки мои брокколи никогда не любили. Цветную капусту еще так. Я один раз купила. Я ненавижу ее. Ну, такая типа вкусно. Второй раз. Теперь они в магазине такие, может, что сладенькое? Нет. Брокколи, брокколи. Такие, ну, как отмазаться. И они просто валят этот чуть-чуть подваренный брокколи так, но старший все равно. Старший прям с уговорами. А средний вообще, с ним что цветная капуста, что брокколи, они прям вот этими соцветиями так, хоп, и все. Мгм. Как бы, хотя я не люблю, но я сделала вид, что мне вкусно. Они такие посмотрели, ага, надо попробовать. Но Ну, меня... Я люблю только цветную капусту, в брокколи так. Но сколько в брокколи всего полезного. да. На его же основе вот этот вот, подождите, по-женски и для груди. Да, тоже хорошо. Тоже же есть, правда, вот у нас в этом... Про, про индол? Да, да, Вот. вот. Да, Вот. да, там Это есть. вообще пушка. Да. Очень классный продукт. Кстати, даже мой гинеколог посоветовал попить его. Вот. Да-да. Следующий заказ. Тут такой список на заказ надо будет. Эндокринолог посоветовала, гинеколог посоветовала. И просто, Я сама, что мне надо еще. да, просто начинаешь думать, что тебе надо, там реально большой список, потому что все надо. Да, всё. Казалось бы. Да. Вот. Поэтому интересная у нас жизнь. Идем дальше. Так, про образ жизни мы говорили, понятное дело. Ну и, конечно, то самое клеточное питание и закрытие дефицитов. Почему? Потому что, опять-таки, я повторюсь, что в питании сейчас не хватает тех питательных веществ, которые нужны нам каждый день. Вот именно нашим клеткам, чтобы, соответственно, они хорошо работали, и отсюда будет работать система и так далее. Да. И сейчас действительно люди находятся в дефицитах по микро-макронутриентам, это тоже нужно понимать. Вот поэтому мы должны с чего-то добирать то, что нужно нашим клеткам, вот, соответственно, чтобы у нас было хорошее состояние здоровья. Вот. И в этом нам помогают те самые рецепты, витамины, минералы и так далее, чтобы, опять-таки, восполнять то, что теряется частично каждый день. Вот. И вообще наш организм такая очень умная система, действительно, и в то же время, казалось бы, сложная, но простая. В нем вот все взаимосвязано, и вроде ты решаешь одну проблему какую-то, параллельно ты можешь решать еще другую проблему. Очень много таких случаев тоже из практики. Вот, поэтому действительно это, конечно, прям очень здорово. Вот. И давайте, наверное, Наталья, как вы пришли в нутрициологию, еще раз расскажите, а потом я про себя расскажу. Пришла я в нутрициологию. Вот 3 года назад я писала, а потом уже в нутрициологию, да. Вот после болезни сына нам поставили с нашего города врачи. Это тоже был тут такой... В общем, пошли мы на снимок, болела ребенку нога, мы ходили, нам все помажьте мазью, мы все ходили, недели 2 ребенок только по ночам вот плакал.
перед школой, вот перед первым классом, ребенку было 6 лет. Но мы такие мажем, буфен. Вот знаешь, что такое ибуфен давать 2 недели ребенку? Ибуфен. Я уже потом начинаю читать, что такое буфен, уже прям так глубже. Там даже не скрывают, что там могут быть за побочки. В принципе, да. У меня волосы дыбом, мы идем с сыном уже я на таком энтузиазме, уже злая. Дайте мне направление на снимок, пожалуйста, потому что нам уже надо. Ну, врач без проблем, конечно, дает. И показывает на снимке левой ножки эностоз, проблема с костью. Ну, мы ложимся быстренько в больницу. У меня малая вот была на грудном вскармливании. В феврале, получается, родилась. Это мы вот в июле попали в больницу. Тут в городе Волковыске. И получается, его там капают, непонятно, какие-то витамины дают, вообще непонятно что, ну, без смысла. А муж лежит, то есть числится с ним. Я говорю, мужу говорю, скажи заведующему, что нам нужно срочно КТ. Ну, потому что не может он просто так болеть. Болит, ну, в другой части вообще. Седалищная кость. Это сильное облучение. Короче, с боем. Мы идем на это КТ без нее. Доктор зовет в кабинет и говорит, смотрите, тут нет полкости. И все. И там я уже не помню ничего в моменте. Выхожу на улицу. Мне говорят, вот он звонит туда, заведующий, на таком спокойном, на повышенном тоне. Ну, то есть, вот, Доминик, у вас такой-то, такой-то есть. Почему нет КТ, то все. Завтра же отправляйте документы в Боровляны. Там уже в голове все. Выхожу к мужу, рассказываю. И вот он нам ставит под вопросом саркому. Мы туда собирались ехать, просто туман в голове. Но мы поехали всей семьей. Ну, потому что я не могу лечь ребенку 4 месяца, я от груди не могу оторвать в один день. Муж с ней не справится. И муж ложится в больницу с сыном, а мы вот в Боровлянах есть такие домики, ну, как для гостей, вот этот домик, мы там месяц жили. Ну и вот все прошло хорошо, слава богу, операция, нам опровергнули саркому, у нас гистиоцитоз из клеток Ларгенганса. Как бы сейчас, кстати, по исследованию его хотят отнести больше к аутоиммунным заболеваниям, но это пока под вопросом. Ну и вот после этого всего, когда мы приехали домой, я начала читать, смотреть, и тут мне попадаетесь вы, на тот момент с хлорофилом, по-моему. И тут я начинаю читать про хлорофилл, ну понятно, что это так, еще отдаленно, и тут все, и тут меня понесло, и тут я уже дала в ту степь, а еще, знаете, самое интересное то, что доктор смотрит на тебя и говорит, к этим заболеваниям онко вы приводите своих детей сами. Чем вы кормите? Вот скажите, пожалуйста, мамочка, чем вы кормите своего ребеночка? А вы там даете там конфетку каждый день, может там сильно сладкую булочку, может печеньку. Мы такие стоим. Ну, конечно, мы даем. Ну, а кто к этому? Ну, как, он сам этим заболел? Потому что это не врожденное, как бы это приобретенное. Ну и вот, и единственное, ну, там, понятно, было обычное питание в больнице, и им давали только голубику, не печенье, им ничего не давали. Им давали только вот голубику, ну, из ягодок, ну и, понятно, там фрукты, овощи. К чему я? В общем, приехали мы. И я как начала с этим всем, и у меня тут идет только все к оздоровлению. Я все вас читаю, смотрю, вдохновляюсь. А потом бывает, как подшатнет. Вот даже сейчас, вот мы болели, у нас был ротавирус. Я думала, моя малая маленькая, ну, просто переела пророщенного маша. Я порастила, он такой, кстати, классно, вкусно. Мне показалось, что она просто его переела чуть больше, чем, ну, то есть, чем обычно. Ее вырвало утром, я думаю, ну, ничего, это типа от этого, я сейчас отпою хлорофильчиком, все нормально. 2 раз, 3, 4, 5. Я понимаю, надо вызвать, чтобы посмотрел доктор. Она, это у вас, наверное, либо отравление легкое, либо ротавирус. Типа, ничего, пейте. Я, ладно. Через 2 дня мы пили только хлорофилл и вот этот раствор, сахар, соль, вода. Знаете, ну, чтобы как не было обезвоживания. И тут на 3-й день у меня средняя. Только у нее 1 раз была рвота, там диарея, и старше, и я. И я понимаю, что это капец. Когда ты еще сам не болеешь. И у малой была температура 39,7 у средней. И подарка у меня не было ничего. У меня не было из наших продуктов, только хлорофилл. Вот, Наталья, надо, чтобы была. И я погнала мужа в магазин. Ой, в аптеку за буфеном. И что вы думаете? Моего ребенка так рвало на утро после этого буфена, что я не знала, что делать. И в итоге она у меня пила этот хлорофилл столько, что я не знаю, сколько она выпила, потому что в туалете находила каждые 5 минут. И фу, малого тоже. Ну, то есть он только вот хлорофилл. Ну, понятно, что, ну, не такой прозрачный, а прям такой хорошенький.
И я только пила, и больше ничего. Я знаю, что если бы у меня был еще один препаратик, любимый подарка, то это было бы быстрее. А еще около при ротавирусе вообще просто незаменимый продукт. Вот. Потому что мне это было как-то, ну, вот сложнее всех. Я-то им все, поить, а себе так. И вот, и как бы... Потому что 2 года назад, когда мы попали в инфекционку у нас в городе, самой маленькой, у меня после этой инфекционки у ребенка со стулом до сих пор проблема. Она просто боится в туалет ходить после них. Они вырывали ребенка просто так вот с рук, чтобы ей дать капельницу вколоть. Ну, могли же пригласить, правильно, в кабинет? Это просто страх. И когда в этот раз она начала рыгать, и я вспомнила эту инфекционку, везде вы ложите в инфекционку ребенка, да, ну, с инфекцией, там, где плесень на стенах. Она у нас, между прочим, старая конюшня. Угу. По-настоящему. Поэтому ужас, ужасно. Никакой стерильности. И, в общем, вот. С чего я начала? Вот тогда я и пришла. Это было... У меня малыш в 4 классе. Вот, он шел в 1 класс. Ну вот 3 года назад. В 1 класс, да. В марте или там в апреле? Да. Примерно 3,5 года, да. Да. Но я знаю, что, понятное дело, ваш любимый продукт, уже все поняли, хлорофилл. Это прям база, он входит в нашу программу по здоровью. Это прям... Потому что он на все влияет. Конечно. Ну, то есть, мне нравится то, что он универсальный. Вот, например, насморк, пшикаешь в нос. Да. Горло пшикаешь в рот. Малому болело ухо ночью, он начал плакать. Я ему тихенько хоп-хоп во сне. Утром ему ничего не болит. Да. Ожоги, порезы различные, прям, ну вообще очень такой многофункциональный. Проносила. Только в том году мошки покусали. Мне так на ночь чуть-чуть мазало. Ну да, можно прикладывать там на марлю этот хлорофилл тоже, и так, и все, и про все проходит очень быстро даже. Очень много разных результатов, действительно. Я даже знаю женщину одну знакомую, но она, наверное, я не знаю, сколько лет, может, лет 50. И она спаслась, не помню, что у нее было там по-женски, ну что-то легкое такое. Она, кстати, делала себе хлорофиллом в Пенсильвании. Очень быстрее помогла, быстрее, чем там свечи. Да. Не помню чего. Классный продукт вообще на все. На все, что... Я знаю, Наталья, что у вас еще есть результат. Только это хлорофилл не льешь. Я говорю, везде, где только можно, и нельзя. Не, так правильно, раз результат есть, ну так уже все можно использовать. А я знаю, Наталья, что у вас классный результат по ребенку. Еще раз повторите, прервались. У ребенка. Ангиня. Да. Помните, дали хлорофилл, подарку, и там что-то... Да, ангина тогда была, подождите, репейник я давала температуру, ну, буквально репейника чуть-чуть давала. Подарка, ну, прям хорошо так давала подарка. Но я давала ему так, в открытом, ну, в чистом виде. И опять же много хлорофилла. Тогда еще только я пришла, наверное, буквально, может, полгодика назад. Моя мама тогда не верила, что я вылечу ангину гнойную, без антибиотиков. Она такая, ага, и я отправила мужа, чтобы он купил, чтобы они лежали, чтобы она видела, что все спокойно, антибиотики есть, на худой конец. Но нет. Да, кстати, наверное, дня 4, ну тогда да, я ему, конечно, пшикала рот, пшикала хлорофиллом. Он пил подарка, вот репейник, и все. Там что-то вообще за 2 дня, я помню, вот вы даже текстом... Да, просто он уже до новенького вот был за 4 дня, он уже был прям все. Вот. Это мы заболели где-то на дня 2 в школу не походили, за выходные он в школу пошел. Ну, здорово. Вообще. Хотя она была страшная, ангина. Ну, на первый раз было, я вообще такого никогда не видела, у меня такого никогда не было. Он открыл рот, моя мама, о, божечки, ой, что делать, это все, это конец света. Давайте антибиотики, что-то там еще, я не помню, какие народные средства. Я говорю, нет, мама, народные средства пока не надо. Давай попробуем. Не спасет тебя твоя чудо-зеленая вода. Я говорю, спасет, все будет. Главное, уверенно. Да. Но я знаю, что мама сейчас уже доверяет. Мама, ну что? Хлорофилл не закончился еще? Я говорю, да. Давай, детям, и давай его пить. А как болеет больше, я говорю, даю, они уже не могут пить. Они уже пьют, и они уже скоро лопнут, говорят, хлорофилла. Да, и вот в этот раз вот был подарок, то я думаю, я быстрее бы их вот это работаю. Вот эта инфекция, точнее. Что, рвота хорошо, что все выходит? Потому что еще в тот раз нам посоветовала медсестра выпить противорвотное, а это еще хуже, мы что дольше болели. Надо, чтобы все вышло, а мы выпили это противорвотное, и что толку? Все-то осталось там внутри. Конечно. А тут она в этот раз у нее все вышло хорошо. У одной так, у второй так, и все. И отлично.
Я знаю, Наталья, что вы еще, помню, пробовали программу ЖКТ, тоже в самом начале. Да. Да, тоже у вас там были вопросы, и тоже писали, что прям классно. У меня, кстати, я вспомнила про хлорофилл, мы заговорили. Ой, у меня есть такая одна девушка, очень интересная, тоже клиент. Она, когда первый раз попробовала хлорофилл, она мне на следующий день написала: ой, Александр, у меня столько энергии, я начала бегать. Классно, продолжайте пить. Ну, то есть, прям это вообще, опять-таки, вот кому-то для иммунитета хорошо, кому-то для энергии хорошо, кому-то там еще для чего-то. Моя мама сейчас вот звонила буквально пару дней назад, говорит: доченька, почему не взяла хлорофилл? Она же у меня международник, короче, дальнобойщик, проще говоря. Говорит, я не взяла хлорофилл, все, она же там прыгает и прыгает. Она говорит, я была дома, пила хлорофилл. Говорит, я вообще не потела. Говорит, что теперь? Лето, говорит, мне надо он срочно. Он же, вот его пьешь, у тебя все, ну, никакого запаха. Да. Что не делай, не потеешь. Тут, говорит, все, говорит, это капец. Говорит, как я, она приедет только, может, через месяц. Она в расстроенных чувствах до этого. А я помню тогда, вот мы брали, вот прям, что мне совсем запомнилось, это со самой маленькой с Эмили. Она пила, мы брали йод, точно помню, йод и лецитин. Угу. Келп. Вот она, вот келп, да, йод она пропила, ну, то есть нормально все. А когда она начала пить лецитин, ее прям резко, через пару дней как прорвало, она начала трындеть. Ну, то есть прям ее хорошо прорвало. Я вот именно на лецитин это заметила. Прям резко. И с каким они удовольствием их ели. Тоже, кстати, они такие вкусные. Да, да. Не хватало просто питания мозгу. Вот всё. Да. Опять-таки дефицитное состояние, про что мы говорим. Да? Сейчас реально, А он же и на желчное. да, очень много. Влияет. И, кстати, вот я вспомнила, вот сейчас тоже на консультации, у меня такой интересный путь, конечно, вот я 6 лет нутрициологии, у меня практически все 6 лет это вот дети, просто на консультациях, очень много детей. И я вспомнила, даже вот когда обращаются, ребенку полгода, вот только представьте, полгода, а у него такой вот список всего жалоб, это просто... Ну, сама беременная уже заходит с дефицитом. Конечно, уже в дефицитах, потом. Мы едим тоже, грешим беременные. И так. Да. Ну, то есть, про что мы ранее сказали, вот про систему здоровья, почему это важно, в принципе. Да. Вот, поэтому да. Так, Наталья, вы результатами поделились. Теперь поделюсь я. Вообще, я вот уже сказала, что я в нутрициологии 6 лет осознанно, и 22 года вообще в общем. Не, сейчас, так, 6 лет осознанно, 16, нет, подождите, 18 лет неосознанно. Почему? Потому что, когда мне было 2 года, мама как раз-таки моя пришла в нутрициологию. Как раз-таки на самую боль, потому что вот я болела, брат болел, сестра болела, и мы все вот так вот по кругу часто болели, и, соответственно, мама искала альтернативным лекарством. Потому что тоже, опять-таки, часто сейчас запрос, мамы вот приходят, опять-таки, уже как последний в нутрициологию, потому что уже ничего не помогает. Ни врачи, вообще ничего не помогает. Уже столько всего перепробовали. Вот, и уже, да, когда уже приходят в нутрициологию, конечно, уже получают результаты. Потому что, опять-таки, повторюсь, мы находим причину, почему там, например, ребенок часто болеет и так далее. Вот, и, соответственно, вот эти вот неосознанные 18 лет и 6 лет осознанно, и вот... И ты понимаешь, что как бы вот еще с детства тебе давали вот те самые такие полезные привычки, благодаря чему у тебя сейчас, ну, действительно хорошее здоровье по сравнению там со сверстниками, там, вот, там с теми же маленькими детьми, которые вот сейчас приходят на консультации и так далее. Это действительно очень важно. Вот, опять-таки, то самое там питание, движение, питьевой режим, и в целом образ жизни, да. Вот. И, конечно, вот в нашу жизнь 22 года назад пришла компания NSP, вот чему мы очень рады, действительно, и за это время уже просто мы помогли огромнейшему количеству людей. Это не 1000 человек. Вот. Это действительно здорово, когда ты причастен к изменению жизни других людей в лучшую сторону.
Это прям здорово. У меня, кстати, на следующей неделе будет прямой эфир, я буду проводить одна на тему возможностей, которые есть внутри циологии, тоже будет очень интересно. Вот, поэтому включать небольшой анонс. Вот. И я могу еще сказать, что вот мой главный результат, то, что я за 22 года не выпила ни одной химической таблетки. От слова совсем. Вообще. Я не знаю, что такое антибиотики, я не знаю, что такое... Осознанным родителям. Спасибо родителям, конечно. Вот. И действительно, такие люди существуют, потому что многие удивляются, когда слышат, типа, ну как? Да. А на самом-то деле выход всегда есть. Просто когда каждый приходит к этому в свое время, наверное. Вот когда есть запрос, появился у человека, вот он нашел выход. Там, спустя... Мне кажется, не все люди так. Ну, понятное дело, что не все еще готовы, возможно, слышать информацию. Да. Но в любом случае он уже, человек получил информацию, это его выбор. Конечно, да. Дальше. Да. Вот. Это, конечно, тоже такой важный момент, в общем, про выбор, действительно, потому что от этого выбора зависит вообще в дальнейшем, как ты будешь жить дальше. Вот. И я, кстати, еще тоже могу рассказать вот результат. Пару дней назад у меня, наверное, после конференции вот в Сочи я была, наверное, акклиматизация, я не знаю, что было. В общем, у меня насморк начался. Потом у меня небольшая температура поднялась. Что там еще было? Ну горло начало еще болеть. Вот такие первые, короче, звоночки пошли. Вот, и все, и я такая понимаю, так, значит, что у меня есть? Хлорофилл, подарка. Тайфу наш любимый, это прям просто лосьон, который я обожаю тоже на все случаи жизни, его надо... Я никак не попробую. Мне все хвалят, что это остеохондроз может помочь, ну, как обезболивающий. Я все такая, потом. Кстати, Тайфу. Очень классный, прям вообще, на все тоже. Как и хлорофилл, многофункциональный продукт. Вот, соответственно, там что я пила? Коллоидные минералы. Понятно, там у меня мегалецитин на постоянке, очень много продуктов на постоянке. Коллоидное там серебро я открыла. Ну, в общем, всю артиллерию, которая... Коллоидное серебро, помните, что это у меня было у кого? Тоже помните? Вот, высокая температура, помните? Да. Вот, я отпаивала, и вы мне экстренно, помните, отправляли. Буквально за сутки. Да, и за сутки она просто сбилась на нет. Она была тоже высокая. Вот, вспомнила, коллоидное серебро. Да. Вот что мне сейчас необходимо было, а не подарка. Что-то я совсем... Ну, вот. Это тоже надо было. И серебро, и подарок. Кстати, серебро... И что-то... А почему я рот кому-то орошала? Тоже им пшикала, не помню. Тоже что-то помогло. Стоматит у малой средний. Стоматит. Вот. Да, 2 дня, и у нее ничего не было. Вот. А сейчас на фоне этой инфекции у среднего или стоматита я хлорофильчиком шик-шик-шик. Они достали, они готовы выпить весь. Я говорю, нельзя столько. Я говорю, давай там пару раз за день. Она готова с бутылки пить, полоскать рот. А вообще коллоидное серебро – это как вот природный антибиотик, только без... Да, без побочек, да. Очень никак не бывает плохо. Тоже многофункциональный. Его выпить любой. Мы когда открыли, я говорю, Доминик, он не пахнет, он вискуса, что это? Ну да, такой нейтральный. Да. Вот, кстати, еще весь, да. Мне кажется, про каждый продукт можно целые эфиры вести, и то будет времени мало. Каскара, Саграда, так вообще отдельный разговор. Угло проблем это просто, я не знаю. Тоже шикарно. Главное не переборщить. Да, и детям, и взрослым тоже можно. Но у нас много классных продуктов, много результатов, да. Я еще хочу, знаете, что сказать? Что я еще хотела сказать? Про результаты я рассказала. Как я в нутрициологии оказалась, рассказала. Что самое интересное, вот я же всегда в прошлом парикмахер, вот, соответственно, бьюти-сфера напрямую связана со здоровьем.
Потому что, например, тоже выпадение волос. Опять-таки, это дефицитное состояние, это вопросы по ЖКТ, то, что все Да. плохо усваивается у человека и так далее. Там те же ногти, там вопросы с ногтями, там и так далее. С кожей тоже очень прям большой запрос. Вот на всякие там высыпания и так далее. То есть, опять-таки, вопросы с печенью, ЖКТ. И вообще, вот если мы коснемся, наверное, любой проблемы по здоровью, все равно ЖКТ — это база. Конечно, да. Да, потому что если у тебя какие-то неполадки в ЖКТ, будут неполадки в других органах и Да, да, системах. да, да. Да, Вот, помните, я обращалась с сыпью как-то недавно с девочками. Вот мы, помните, начали пить противопаразитарку. да, да, Это быстро уменьшилось. да. Вот паразитоз, да, Понятно, что еще больше сразу хлорофильчика им добавляю, чтобы это все выходило. да. Я говорю, когда это в комплексе, это просто такие результаты шикарные вообще. И Я бы не поверила раньше, чтобы сама не вошла. да, я всегда говорю, что пока не попробуешь, ты не узнаешь. Да, То есть да. много чего говорить, но вот пока ты реально не попробуешь, Да. не поймешь, как это и что это, ну, как бы это бесполезно. Вот, поэтому, опять-таки, да, каждый приходит, наверное, в свое время, и действительно, вот сейчас нутрициология так быстро развивается вообще с каждым днем. Все больше и больше людей в нутрициологию. Сейчас столько курсов. Я вот, кстати, проходила недавно курсы, тоже одни, и у меня была официальная статистика по Get-курсу. Это площадка такая онлайн, Да, где... да, да, да. Угу. И как вы думаете, что на первом месте стоит? Какие курсы? По здоровью. Вообще в целом. По здоровью. Поэтому это, да, такая тема, которая была, есть и будет актуальна всегда. В любое время и абсолютно для каждого человека. Только здесь вопрос выбора, конечно. Вот. И тоже есть такая классная фраза: сейчас нет здоровых людей, есть недообследованные. О, да. Тоже это прям вообще просто такая крутейшая фраза. И, кстати, вот эта вот тенденция, знаете, когда с каждым днем открывают там все больше аптек, все больше поликлиник, там, не знаю, еще чего-то. И вот эта вот тенденция, вроде бы и сейчас и люди больше за ЗОЖ, но все равно вот эта вот тенденция, то, что много поликлиник, надо еще больше врачей и так далее. И есть такая фраза: если бы здоровье зависело от врачей, то все были бы здоровы. Да, есть врачи, которые вникают, которые изучают, которым интересно что-то новое. Они Да. те, которые привыкли к тем 20-летним каким-то там, не знаю, 20 лет назад то, что было, и все. Они поэтому все и вот и делают по протоколам и так далее. Вот. Да. Которые сейчас уже рассматривают превентивную медицину. Вот, которые рассматривают нутрициологию в дополнение, которые Да. действительно хотят помогать людям. Вот, Да. таких, конечно, меньше, но все равно они есть. И Что может врач сказать по здоровью, когда, например, у него отведено 10 минут на да, прием, и покажет список анализов, как я вот сдаю, Симлак у нас в городе есть. Ну, то есть там список, там тупо биохимия и общий, он там 2 листа. И вот, например, витамин D какой-то, гормон. Ну, что он может сказать? Он кинет глаз, и где увидит стрелочку повыше, туда только обратит внимание. А ты сам сядешь и начнешь разбирать каждый показатель. Себе выпишешь, и у тебя уже общая картина. угу. Так балдела, кстати, расшифровывала малыми давно анализы. В итоге тетя позвонила, я ей расшифровывала. И я так делала, а потом мама говорит: доченька, это вот прям твое. Вот И я видите, у Наталья, соседа новые там, грани да, открываются. у соседа, боже, у него, по-моему, подагра. Ну, он такой, с ним бесполезно разговаривать, потому что он любил выпивать. Он уже там допился почти. И я его как ни пыталась, ему говорю, что это тебе нельзя, нельзя, нельзя. И я ему расшифровываю анализ, говорю, что все очень-очень серьезно. Я такая: ну, ничего, все. Ничего ты не Разве докажешь. послушать просто. Да. Но мне так это, знаешь, и вот я к чему. И врач тебе ничего не скажет. За 5 минут он такой глянул: а вот тут у нее тут чуть-чуть повышено, все. Все. У вас все хорошо. Да. И еще прикольно то, что у них эзонофилы — это всегда аллергия. Они паразитоз никак не рассматривают. Они рассматривают только мазок, в который, извините меня, не покажет, и и кал, который тоже как бы не покажет. Ой, про Ну, паразитоз тоже очень да, много можно да. говорить. Поэтому тоже как бы. Вот нам идти в школу, они там мазок и кал. Ну, даже если там что-то было бы, что бы там увидели? Мгм. Ну. Поэтому, да, здесь
А нутрициолог тебе сядет и расшифрует так, что он тебе такой список выпишет, что ты обалдеешь. И ты поймешь, почему болит здесь, а от щитовидки почему по-женски, а почему там печень, которая тоже как бы влияет на по-женски, и у тебя уже вся картина хотя бы есть. Конечно. Все эти взаимосвязи. Мгм. А еще такой момент, что да, есть вот референсы, там от и до показателей в Да, анализе, да, да, а есть коридор здоровья, и там совершенно да. другие цифры. Да. И этот референс, они думают так, ребенку 6 лет, мне 30, Да, и маме 50. У вас одинаково, это норма. Ну какая норма? Ну какая норма? да. Или прикольно, у них гормоны щитовидки, по-моему, до 3 норма. В смысле? Это уже как бы нехорошо совсем. Ну. Ну, в общем, да. Наша норма это ерунда. Вот у них тут 3 уже все. А антицип это вообще не болезнь. АИД их никак не, ну, не может, я не могу себя плохо чувствовать, потому что АИД. Ну, еще ж нормально 2 с чем-то, правильно? ТТГ. Надо ждать, когда будет 4, а там уже можно эутирокс попить. Мгм. Ну, то есть просто действую, да, по протоколу. Вот и Да, все. да, Есть протокол, нате, и все, идите. А да. потом время опять приходит. И вот так вот Слушайте, по кругу. не встретила я вас раньше, когда я была, получается, беременна с вот младшенькой до болезни сына, и меня посадили на утирокс на 2 месяца перед родами. Я даже не могу понять, почему, потому что когда я смотрела в карточке, там ни хрена не было такого, чтобы меня, в принципе, садили на него, понимаете? Вообще. Ну, то есть, а все равно в любом случае я эту заразу пила, и это все к малой. Ну, то есть, как бы. Ой. Я бы раньше. Ну, Наталья, вы пришли, как надо было. Тогда хорошо, что вы сейчас пришли, а не через 10 лет на нутрициологию. И когда еще можно что-то изменить, а не когда вот эта точка невозврата идет, и уже сложно вообще что-то поменять. Вот Да, к этому результату нужно идти очень большое количество времени, и не все готовы идти к результату много времени. Все да, хотят бац и быстро. Вот, но опять-таки тоже там зависит от ситуации. Где-то что-то можно быстро, а где-то, да, время надо. Но опять-таки желание человека в том числе тоже, чтобы он выполнял, опять-таки, все рекомендации, как ты говоришь. да, да. Вот, да. И я, кстати, хочу еще сказать вот больше про компанию NSP. Вот как раз-таки моя мама была на производстве в 2000... Так, все идет, эфир идет? Да, на пару секунд прервалась. Ага. Вот моя мама была на производстве и в Америке и видела, как вообще все вот это производят, вот своими глазами. Вот, то есть компании 54 года вообще в мире, как она существует. Она есть более чем в 70 странах мира. Вот, у нас на вот в странах СНГ на 27 лет. Вот в этом году будет. Мы, кстати, вот в Москву поедем на фестиваль, вы там Да, отмечать. говорили. Да. Когда-нибудь я доеду. Ну, Когда-нибудь. До Минска точно доеду. да, в начале Минска, это потом Да, Москва поменяем потом. да. Вот, и, соответственно, это действительно просто тотальная проверка качества. То есть 150 различных тестов там на каждый компонент и так далее. Как они собирают это сырье. То есть это реально... Есть даже вот вебинар от научного центра компании, вот действительно, и там просто пишут так вот с открытым ртом. И как раз-таки, когда мама вот была в 2009 году, тогда еще ездили врачи тоже, которые вот у нас есть, вот тоже с разных там стран. И когда они выходили вот с этого завода, они говорили, что мы отстали от них навсегда. В Да. плане качества, в плане вот как производят и так далее. Это прям просто фанаты качества, реально. Вот. И действительно, кстати, вот тоже такой момент, про который мало кто знает, но прям это важно сказать. Буквально вот недавно NSP официально, я даже прочитаю, чтобы нигде нет, NSP официально включена в реестр проверенных БАТ авторитетного проекта «Не рискуй, проверь». То есть вот есть такой проект Международной ассоциации антиконтрафакта. Это можно все загуглить, это можно все посмотреть. Там именно конкретно вот проверка именно действующего вещества, которое заявлено вот на продукте. И, соответственно, вот NSP та самая первая компания, которая добровольно пошла на эту проверку. То есть это о чем говорит? То, что они уверены в качестве. В качестве продукта, да. Да. И что самое главное, вот у NSP единый завод.
То есть нету никаких посредников. И ты всегда можешь отследить именно вот это то самое качество. Вот, потому что есть качество, есть работающий продукт, соответственно, отсюда вот. Есть результат у людей. Вот, и поэтому, например, вот я знаю, что там есть люди, которые пользуются, производит доктор Зубарева, очень популярная в интернете. Она почему-то проверку не прошла. Там она подавалась, и что-то было несоответствие. То есть любой продукт там можно проверить, кто именно подавался. Вот. Очень, кстати, интересно, действительно, вот если там пьете какой-то там магний, не знаю, другой компании, это можно проверить, насколько там соответствует то самое качество. Потому что, опять-таки, сейчас какая-то такая пошла тенденция, то, что вот люди пьют разные БАДы разных компаний, и как они друг с другом вообще взаимодействуют. И у человека может быть после некачественного продукта, ну, такое уже мнение, что все БАДы не очень. Ну, плюс он еще может себе, да, что-то заработать, например. Да. Вот, и поэтому я всегда именно за одну компанию, когда ты уверен в качестве, когда ты сам лично получил результат, и когда тысячи людей получили после тебя по твоей рекомендации результат, ну, как бы тут не возникает, а зачем что-то другое рекомендовать, если есть все в одной компании. Да. Тот же магний, тот же витамин D, то, что сейчас популярно, и уже люди понимают, даже вот реклама по телевизору есть. Покупайте магний, покупайте витамин D. А раньше говорили, вы что? Это ни в коем случае. Да. Поэтому это действительно тоже такой важный момент, что, кстати, вот у компании очень много разных сертификатов качества. Все это можно посмотреть и на официальном сайте. Я знаю. Я видела. Сертификат CGE, GMP, то, что вот прям, ну, популярные вот такие. Там очень много таких, да, крутых. Действительно, есть некоторые сертификаты, очень сложно получить вообще в принципе. Вот, поэтому действительно, кому важен результат, он будет вникать. Вот я считаю, и в качество, и вообще, и что есть, какие сертификаты, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И, кстати, вот с марта 2026 года еще в России вышел закон, то, что врачи могут рекомендовать БАДы. Наконец-то, официально. А у нас, наверное, еще нет. Еще нет, но к нам это тоже придет. И знаете, БАДы именно в определенном реестре, который есть, которые прошли проверку ту самую. Да. Вот, поэтому это прям тоже, конечно... Ну, конечно. Как сказать... Вот такой приятный момент, потому что действительно уже даже вот на государственном уровне это, вот, можно так сказать. Не так, что, ой, что это за фигня, а нет, вот, пожалуйста, уже закон даже вышел. Да. В России и скоро у нас будет, это прям стабильно. Да. Вот, поэтому тоже такой важный момент. Так. Ну, наверное, в принципе, какие-то основные моменты уже с вами обсудили. У нас как раз-таки подошел к концу тот самый дедлайн, который мы планировали. Вот, Наталья, вот насколько вам было сложно или легко в прямом эфире? Нормально. Нормально. Можно проводить дальше, да? Ну да. Ну, отлично. Видите, особенно, когда первый раз вот с кем-то ты проводишь, это прям... Да. А вот когда ты первый раз один выходишь, это уже другое. Это, наверное, вообще. Но у меня вот был первый прямой эфир 5 лет назад, мне было реально очень страшно. Прям вообще. У меня, кстати, еще солстик остался. И... Я попробую обязательно сейчас после эфира. Да. Угу. И... Я ему поможу завтра перед работой, чтобы он больше заработал денег. Ну, энергия. Мне нормально. Стимул будет. Да, надо мне мужа на работу. Пусть попробует. Да. Его энергия так. Очень классный продукт, просто. Я вот даже, когда занималась спортом раньше профессионально, танцами 10 лет, были соревнования различные у нас, там мы выезжали в разные страны с командой, вот, и были такие моменты, когда очень много тренировок в день, потому что тебе нужно отработать.
Вот, соответственно, ну, многие такие уже никакие были к концу дня, а я такая, солстик, бас, и такая, могу еще Вот. танцевать. Прям очень круто работает. Вот, да, те люди, которые там водители, например, вот, да, которые там в разные страны ездят там и так далее, либо, я не знаю, там, ведущие каких-то мероприятий, там, ну, мне Да. кажется, вообще даже для каждого человека важен тот самый ресурс, чтобы там, например, знаете, успевать больше, делать больше Мгм. и так далее. Вот, потому что, соответственно, от этого тоже зависит твоя жизнь. Потому что если будет у тебя никакое состояние, ну а что ты будешь делать? Да? По факту. Вот поэтому, да, солстик это... меня по нему знает большое количество людей, и плюс еще хлорофилл. Два продукта, которые просто... Можно им оду петь максимально. Да. И в конце, наверное, дадим такой бонус, кто будет смотреть прямой эфир в записи, кто сейчас смотрит, кто напишет кодовое слово мне в личные сообщения, либо в комментариях к этому эфиру слово «перезагрузка», тот получит возможность пройти диагностику по здоровью, плюс будет возможность без оплаты попасть на курсы по нутрициологии онлайн. Те люди, которые в теме здоровья что-то читают, где-то изучают и так далее, те знают, сколько на самом деле стоят курсы по нутрициологии сейчас. Очень хорошо. Это, Можно брать кредит, чтобы да, отучиться. на $1000 даже. Серьезно, да? Очень дорого сейчас. Я Если, да, смотрела одни курсы 5400 с копейками, белорусских. Мгм. Ну, то есть, прям цена, да, большая. Конечно. Прям хорошие цены. Да. А вот, Даже каждый месяц, то ты себе прикинь, что это по рублей, ну, 600. Чуть да. больше, А вот в да? нашей команде они бесплатные. И кому будет интересно, тот получит такой бонус. Очень приятный бонус. Я могу даже вкратце сказать, что вот как-то почти, наверное, даже 3 года назад мне пришла эта идея, что вот нужно создать в нашей команде курсы по нутрициологии. Вот мы собрали своих врачей, которым интересен тот самый подход с точки зрения нутрициологии. Мгм. Вот, кто видит результаты, у кого есть инструмент, опять-таки, то есть не просто какая-то теория, курсы по теории. Сейчас очень много таких курсов, где, ну, нету ничего там, а что дальше, вот. Да. Вот даже очень много нутрициологов, которые даже, вы знаете, их просто обучают по питанию, все. И вот сейчас, да, очень много людей путают. Это ж питание. Я говорю, нет, это про комплексный подход. Как бы и здесь люди такие, да? И такие, ну, здрасте, нутрициология, приехали. То есть, ну, вообще у людей разные понятия, хотя казалось бы. Вот, и в нашей команде, опять-таки, мы собрали врачей, у которых большой опыт, и практически в том числе. Вот, и, соответственно, там плюс еще нутрициологи тоже с большим практическим опытом, по 10 лет, по 15 лет, по 20 лет кто. И просто максимально сжатая, краткая информация, то есть вот причины проблемы, что с этим делать. Вот все максимально просто. И ты уже понимаешь, ага, там нужно то-то, 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 все. И Да. вот это действительно прям очень такой ценный момент. Не просто теория, а вот еще и практические какие-то применения. Это здорово. Вот. И действительно уже эти курсы там прошли больше 1000 человек. Вот. Да. И действительно, ты вот причастен, опять-таки, к изменению жизни других людей. Это, конечно, здорово. Вот поэтому, кто напишет то самое кодовое слово, получит доступ к таким курсам, узнать намного больше информации, чем в интернете, которую еще нужно проверить. Да. Поэтому, Наталья, будем, наверное, уже заканчивать. Спасибо большое за то, что Спасибо. согласились. Да, было, кстати, реально прям очень как-то очень моментально все прошло. Да, быстро. 45 минут общаемся, даже, наверное, больше. Прям вообще очень быстро время прошло. Здорово. Надо с вами проводить эфиры, я поняла. Можно разбирать разные темы. Будем Да. встречаться? Хорошо. Главное в такое время, чтобы у меня был старший в школе. Вот так вообще идеально. 5-6. Ну, такое самое оптимальное время. Да. Да, Как раз муж пришел, я сразу ему детей. Сюда не заходить, закрыла детскую, все. да. И Отлично. можно спокойно. Все, Да. заканчивать. Спасибо большое.
Вам спасибо. Да, всем, кто присоединялся. Вот очень много, кстати, людей вот в эфире поприсоединялось. Ну, будут еще записи смотреть. У меня ничего не видно. Я не понимаю, как вы смотрите, мне вообще ничего не видно. А у меня чат виден. М-м. Не видите? Значит, это только я вижу. Наверное. Так вижу, сердечки какие-то идут, и все. Да, Больше. да. Сердечки, реакции, значит, было все полезно и актуально, что самое интересное. Перезагрузились, в общем, за 40 минут, как и говорили. Да, и надеюсь, уже у многих появилось какое-то понимание, действительно, в каком ключе идти дальше, если есть какой-то запрос, да, по здоровью. У своей семьи, у себя, у ребенка и так далее. Вот, поэтому еще раз спасибо большое за внимание. И до новых встреч в эфире. Обязательно. Ну, это встреча на Тынске с вами. Вечером. Да-да-да. Спасибо. До свидания. Всем спасибо. На следующей неделе будет следующий прямой эфир. Подключайтесь. Скоро будет анонс. Следите. Всем спасибо за внимание.